So we start again. Yes, what we're going to begin with tonight. Угадайте, с чего мы начнем сегодняшнее собрание? Proclamation. Провозглашение. Провозглашение. That's a much better word than proclamation. Гораздо лучше звучит, чем proclamation по-английски. So our proclamation tonight is taken from 1 Corinthians 15, verses 47 and 48. 57 and 48. 57 and 58. Итак, наше сегодняшнее провозглашение взято из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 57-58 стих. Maybe you want to look at it in your Bible. Может быть, ты хочешь посмотреть в своей Библии. Now, in the Bible, Paul says this to the Christians. И в Библии Павел, когда писал эти слова, он обращался к христианам. He says, "Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord." Будьте непоколебимы в вере до пришествия Господа нашего. But we make it personal. Но мы сделаем это личным. So we say, we are steadfast, immovable. И мы скажем, что мы тверды, непоколебимы. Something, steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. И мы будем преуспевать в деле Господнем. In other words, we say we are doing what the Bible tells us to do. Иными словами, мы будем делать то, что Библия, к чему нас призывает Библия. So Ruth and I will do it in English. Итак, мы с Руфью, с моей супругой, сделаем это The по-английски. interpreter will do it in Russian, in our version. И потом переводчик произнесет это провозглашение по-русски. And then you all do it together. В нашем варианте, в личном варианте, мы все вместе повторим. My wife is so concerned about the English speakers. She says, you can do it while the Russians are speaking Russian. И моя жена все переживает за англичан, те, которые по-английски говорят. И вы можете, англичане, делать это когда вместе с русскими. All right, so here we are. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, we are steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that our labor is not in vain in the Lord. И теперь по-русски. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда преуспеваем в деле Господнем, зная, что труд наш не тщетен пред Господом. All right, Amen. That was very nice, but do it again. Очень было мило, но давайте еще раз сделаем. Итак, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда преуспеваем в деле Господнем, зная, что труд наш не тщетен пред Господом. Now, I have a special concern tonight for those who are pastors, И у меня есть нечто особенное сказать для пасторов. because I believe to be a pastor is one of the hardest jobs in the world. Потому что я думаю, что работа пасторское служение это самая тяжелая работа в мире. And it's very easy to become discouraged. И очень легко для пастора стать разочарованным. So this time we're going to say that especially for the pastors. Поэтому сейчас мы скажем это следующее специально для пасторов. And if you are a pastor here tonight, Если ты пастор, would you please raise your right arm? пожалуйста, если у тебя служение пастора, подними свою правую руку. And we'll be saying it for you. И мы будем говорить это сейчас тебе. All right, are you ready? Готов ли ты? In Russian. Good, thanks very much. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. All right, read the second verse again. We are, yes, my beloved brothers. Итак, братья мои возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда будем преуспевать в деле Господнем, зная, что труд наш не тщетен пред Господом. So you know that your labor is not in vain in the Lord. Чтобы вы знали, что труд ваш не тщетен пред Господом. Don't be discouraged. Не будьте обескуражены. If you are faithful, God will reward your faithfulness. Если ты верен, то Бог вознаградит твою верность. Amen. Аминь. So you can sit down now. Итак, вы можете садиться. Tonight we are continuing with
teaching about spiritual warfare. И сегодня мы будем продолжать учить учение о духовной брани. And we're going to deal with one particular theme, И мы будем сегодня иметь дело с одним конкретным предметом. which is Satan's fifth column. Fifth column. Yeah. Который является пятым столпом дьявола. Most of you are not old enough to know what a fifth column is. Может быть, многие из вас не знают, что такое пятая колонна. But Пятый столб. the phrase came in 1936 Но это выражение появилось в 1936 году, when there was a civil war in Spain. когда в Испании происходила гражданская война. And Spaniards were fighting Spaniards. Когда испанцы сражались с испанцами. The conservatives against the Labour. Консерваторы против лейбористов. And a certain Spanish general was attacking a Spanish city. И один испанский генерал вел нападение против испанского города. And another general came to him И к нему подошел другой генерал, and said, "What is your plan to capture this city?" и он спросил у него, каким образом ты хочешь захватить этот город, какой у тебя план? And he said, "I have 4 columns advancing against the city." И он сказал, у меня 4 колонны войск, которые направляются по направлению к городу. One from the north, Одна с севера, one from the east, одна с востока, one from the south, одна с юга one from the и west. одна с запада. But then he paused Но потом он задумался, and he said, "But it's my 5th column I'm expecting to take the city for me." и он сказал, но на самом-то деле я надеюсь на мою пятую колонну, что именно она захватит город. Other general said, "Where is your 5th column?" И его друг генерал спросил, а что же это за пятая колонна? And the first general said, "Inside the city." И первый генерал сказал, та, что внутри города. That's the origin of the phrase 5th column, Отсюда-то и идет эта фраза «пятая колонна», which was used in many cases in World War II. которая очень часто этот термин использовали во Второй мировой войне. And that is the devil's tactic. И это есть тактика дьявола. He will attack the church from outside, Он будет атаковать церковь и снаружи, but it's his 5th column inside the church that will really do the damage. но настоящий вред причиняет его пятая колонна, которая находится внутри церкви. In fact, Satan can never defeat the church from outside. Больше того, можно сказать, что дьявол никогда не сможет победить церковь, одолеть церковь снаружи. And his greatest aim is to get inside the church. Но его величайшая цель и задача – это пробраться внутрь церкви. And then he can do the church a great deal of harm. И тогда он может причинить очень много вреда церкви. Now, witchcraft is Satan's 5th column in the church. И колдовство является пятой колонной дьявола в церкви. And so today I'm going to teach you about that. И сегодня я буду тебя учить об этом. We'll begin now with Genesis chapter 1, verse 27 and 28. Мы начнем с 1 главы Бытия, 27-28 стих. So God created man in his own image, in the image of God he created him. Male and female he created them. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. So man was created to have dominion, Итак, человек был создан, и Бог ему дал владычество. to rule over things. Владычество, чтобы править над землей. But he was intended to rule under the authority of God. Но ему было дано владычество править под властью Бога. And as long as he was under God's authority, his rule was good. И до тех пор, пока он находился под властью Бога, его правление было правильным. But then man sinned and became a rebel. Но потом человек стал бунтарем, когда он And противостоял was Богу. no longer under the authority of God. И он уже больше не находился под властью Бога. But he still had this desire in him to rule. Но, тем не менее, желание владычествовать осталось в нем. And as you look through human history, И если ты будешь рассматривать историю человечества, you see again and again men want to rule others. ты снова будешь видеть снова и снова эту картину, как люди хотят царствовать и владычествовать над другими людьми. God created them to rule, Бог сотворил человека, чтобы править, but only under his authority. но только под Божьей властью. And when men are not under God's И authority, когда люди не находятся под властью Бога and they still try to rule others, и пытаются управлять другими, that is evil. это есть зло. And that's what witchcraft is. Это и есть колдовство. It's an attempt to rule others by wrong means. Это
попытка управлять другими людьми, используя неправильные способы. It's an attempt to control people and get them to do what you want. Это попытка управлять людьми и заставлять их делать то, что ты хочешь. And there was a period in my ministry В моем служении был один период, when I was very much occupied with deliverance from evil spirits. когда я очень много занимался освобождением от злых духов. And it would often happen when I would go into a church. И очень часто происходило это, когда я посещал церковь, And it was usually a Pentecostal church. и обычно это была пятидесятническая церковь. That if I would come close to some woman, Это были пятидесятнические церкви, когда я подходил к определенным женщинам, she would begin to tremble all over. они начинали дрожать. And she would say, I don't know what's the matter with me. И они говорили, я не знаю, что со мной When происходит. you come near me, I start to tremble. Но когда ты проходишь мимо меня, близко, я начинаю трястись. Well, I learned by experience what the problem was. И мой опыт показал, узнал из своего опыта, что за проблема это была. There was witchcraft in that woman. В этой женщине находился дух колдовства. And when it came up against me, it trembled. И когда я подходил близко, он начал противостоять, и ее трясло. But the thing that shocked me was this. Но меня поразил следующий факт. It was usually somebody in leadership. Обычно эти женщины состояли в руководстве церкви. Usually a woman. И обычно, чаще всего это были женщины. It could be the deacon's wife, Может быть, это жена диакона была, the pastor's daughter, или это могла быть дочь пастора, or the church soloist. или солист в церкви. It was such a shock to me. Для меня это было таким шоком. I said to God, how can this be? И я вопрошал Бога, как может же такое быть? These people are baptized in the Holy Spirit. Эти люди крещены Духом Святым, They speak in tongues. они говорят на языках. How can there be witchcraft in them? Как же в них может быть колдовство? I said, God, tell me what witchcraft is. И я тогда спросил Бога, Бог, что же такое колдовство? And I believe he gave me this answer. Я верю, что Он мне дал следующий ответ. Now, you have to judge for yourself whether this answer is correct. И вам решать, и вам судить, правильный это ответ или нет. But I believe that this is what God showed me. Но я верю, что Бог дал мне такое определение. Witchcraft is the attempt to control people Волшебство есть попытка управлять людьми and get them to do what you want и заставлять их исполнять вашу волю, by the use of any spirit that is not the Holy Spirit. используя при этом всякий дух, который не есть Дух Святой. I'm going to say that again. И я еще раз повторю. Witchcraft is the attempt to control people Волшебство — это попытка управлять людьми and get them to do what you want и заставлять их исполнять вашу волю, by the use of any spirit that is not the Holy Spirit. используя всякий дух, который не есть Святой Дух. And then God added something И else. тогда Бог еще что-то добавил. He said, if a person can use a spirit, Он сказал, если человек может использовать дух, that is not the Holy Spirit. тогда это не Дух Святой. Because the Holy Spirit is God, Потому что Дух Святой есть Бог. and no one uses God. И никто не может пользоваться Богом. Well, that's helped me ever since. И это мне с тех пор очень помогло. Because I've seen so many Christians trying to use a spirit Потому что я встречал так многих верующих, которые пытались пользоваться Духом, to produce the results that they want in people. чтобы произвести результат, которого они ожидали от людей. And I've seen by experience that is never the Holy Spirit. И мой опыт показывает, что ни в одном из этих случаев это не был Святой Дух. It can imitate the Holy Spirit, Этот Дух может имитировать Дух Святой, but it is never the Holy Spirit. но это никогда не Дух Святой. Now, let's just take a more general picture of witchcraft for a moment. И давайте сейчас представим более общую картину колдовства. Witchcraft in general. Колдовство вообще. Witchcraft is the natural religion of fallen man. Колдовство есть естественная религия взбунтовавшегося падшего человека. And man has to have a religion. И человек должен иметь какую-то религию. That's his nature. Это его природа. He may say he's not religious. Ты можешь сказать на кого-то, что он не религиозный He may человек. say he's a communist. Можешь сказать на кого-то, что он He's an коммунист atheist. или атеист, Doesn't believe in и God. он не верит в Бога. But you see, communism had its religion. Но ты видишь, что коммунизм был формой религии. It had its savior, У коммунизма был свой спаситель, whose name was Lenin. имя которому Ленин, It had its Bible, и у него была Библия, the writing of Karl Marx. которая есть труды Карла Маркса. And it had its religious services, И также они проводили, коммунизм имел религиозные служения. where young people came forward and dedicated themselves to communism. Когда молодые люди выходили вперед, и они посвящали своей жизни коммунизму. It was an atheistic religion, Это была атеистическая религия, but it was a religion. но это, тем не менее, была религия. Man cannot live without religion. Человек не может жить без религии. So when man fell into sin, И так, когда человек совершил грехопадение, he turned away from true religion, он отвернулся от истинной религии but he went into a false и religion. вошел в лжерелигию. And the name of that religion is witchcraft. И имя этой религии — колдовство. And wherever you go in the world, И где бы ты ни был в мире, you will find there is a primitive religion there.
ты можешь обнаружить какую-то форму примитивной религии, which is witchcraft. которая есть колдовство. It takes various different forms, И проявляется она в различных формах, but essentially it's the same. но в сути своей остается той же самой. And it's a counterfeit of true religion. И это есть подделка истины на истинную религию. And it has some elements of the supernatural. И всякое колдовство имеет в себе элементы сверхъестественного. You need to know this. Ты должен знать, Not everything that is supernatural comes from God. что не всякое сверхъестественное проявление исходит от Бога. Satan can produce the supernatural too. Дьявол тоже может производить сверхъестественные действия. I found many Christians are very naive. Я обнаружил и в своей жизни очень многие верующие наивные. If they encounter something supernatural, Когда они встречают в своей жизни что-то сверхъестественное, they say it must be from God. они говорят, наверное, это от Бога. And they are easily deceived. И их очень легко обмануть. But Satan can produce the supernatural too. Но дьявол также может производить сверхъестественное. And you have to learn to distinguish И тебе нужно научиться различать between the supernatural of God and the supernatural of Satan. между сверхъестественным от Бога и сверхъестественным от дьявола. Here are some of the things that are found all over the world in witchcraft. И вот некоторые характеристики колдовства, которые я обнаружил по всему миру, Which are counterfeits of true religion. которые являются подделкой или имитацией истинной религии. Sacrifices, Жертвоприношения, oaths, клятвы, covenants, заветы, curses, проклятия, spells, чары, incantations, заклинания, potions, зелья, drugs, наркотики and various forms of и music. различные формы музыки. In fact, the whole drug culture is just a plain example of witchcraft. Больше того, можно сказать, что вся сфера наркотиков, употребления, весь мир, который употребляет наркотики, является просто проявлением колдовства. They can combine two things, И они включают в себя две вещи. drugs and music. Наркотики и музыка. That's been done by witchcraft through many, many centuries. И это продолжается на протяжении многих лет. И это причина этого колдовства. They use drugs to introduce themselves into certain spiritual conditions. Они используют наркотики, чтобы ввести человека в определенное духовное состояние. And then they use music to work themselves up. И тогда они используют музыку, чтобы заниматься этим, чтобы находиться в этом. I've spent a number of years in Africa. Я провел многие годы своей жизни в Африке. And witchcraft has been in Africa as long as the people have been there. И колдовство живет наряду вместе с людьми там. And most of the music that's used in contemporary drug culture is witchcraft. И большинство видов музыки, которые используются людьми, которые потребляют наркотики, и колдовская. What we call in English hard rock. И название этой музыки «тяжелый рок». That is witchcraft. Это есть колдовство. And the people that use it come under the power of Satan. И люди, которые слушают эту музыку, они подходят под власть сатаны. One of my grandsons was very interested in that for a while. Один из моих внуков очень интересовался тяжелым роком одно время. In fact, Glenn's younger brother. Больше того, я скажу, что это младший брат Глена. And he would walk around with earphones in his ear, И он ходил с Уокманом, с этим плеером, listening to this music. и он слушал эту музыку. And it was so loud you could hear it even through the И earphones. он настолько громко ее слушал, что окружающие могли слышать через эти маленькие наушники. So I said to him one day, show me the words in this music. И я спросил у него, попросил его, скажи мне, что там, о чем они поют? Now it claimed to be Christian. И эта группа, говорила, что она христианская группа. But I discovered they never used the name of Jesus. Но я обнаружил, что там ни разу не встречалось слово «Иисус». So I rather upset him. И я несколько обидел его. I believe he's forgiven me now. Я верю, что он уже сейчас простил меня. But I said to him, when I was your age, Но я сказал, когда я был твоего возраста, if somebody had given me that material, если бы кто-нибудь мне вот это дал, I would have said, you're insulting my intelligence. я бы сказал ему, ты оскорбляешь мой разум. There was no intelligence whatever in any of it. Потому что в этих стихах не было вообще никакого смысла. It was a tool of Satan to capture young people. Это было просто орудие в руках сатаны, чтобы порабощать молодых людей. And it's captured millions. И он преуспел в этом и поработил миллионы. And as you know, it's arrived now in the CIS. И как ты знаешь, этот вид музыки уже проник в СНГ. It may even claim to be Christian. Может быть, они будут говорить и прикрываться маской христианства. But the spirit in it is not the Holy Spirit. Но дух, который в этом, не Святой Дух. And when you go deeper into the words, И если ты глубже рассмотришь слова, you find they're full of the occult. ты обнаружишь, что они полны оккультизма. And they glorify death and violence and Satan. И они прославляют смерть, насилие и дьявола. All right. Now then,
Let's look at an example in the New Testament Давай сейчас просмотрим пример из Нового Завета of something supernatural сверхъестественного события, that came from Satan. которое исходило от дьявола. In Acts chapter 16, 16 глава Деяний апостолов, verses 16 through 18. 16 по 18 стихи. This happened in the city of Philippi, Это произошло в городе Филиппии. when Paul and Silas arrived there for the first time to preach the gospel. Когда Павел и Сила в первый раз пошли в этот город, появились в этом городе, чтобы проповедовать Евангелие. Christianity had never come to that part of the world. В эту часть мира еще не проникало христианство. In fact, it was the first time that the gospel ever came to Europe. И это был первый пример, когда первый случай, когда христианство попало в Европу. And something very remarkable happened. И произошло что-то очень замечательное. And I'm going to read verses 16, 17, and 18. И я прочитаю с 16 по 18 стихи. Now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. The girl followed Paul and us and cried out, saying, "These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation." And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And he came out that very hour. Деяния апостолов 16:16. Случилось, что когда мы вошли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Эти люди, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Remember, the gospel had never been preached in that city. И помни, что Евангелие еще не проповедовалось никогда в этом городе. But there was this girl with a fortune-telling spirit. И вдруг мы видим эту девушку с духом прорицания. And let me tell you, fortune-telling is from Satan. Я тебе скажу, предсказание судьбы или прорицание исходит от She was дьявола. the first person in Philippi to recognize who the preachers were. Она была первым человеком, первой жительницей этого города, которая признала и узнала служителей. And she told the truth about them. И она рассказала истину. Everything she said was true. Каждое ее слово было истиной. She said, "These men are the servants of the Most High God, Она сказала, эти люди служители Бога Всевышнего, proclaim to us the way of salvation." которые возвещают нам путь спасения. And yet it was not the Holy Spirit. И все же это не был Дух Святой. It was a spirit of divination. Это был дух предсказания судьбы. And after a while, Paul was so tired of this И через некоторое время Павлу это настолько надоело, that he turned and spoke to the spirit, что он обернулся и обратился к этому духу, not to the girl. не к девушке. And he said, "Come out of her." И он сказал: «Выйди вон из нее». And the spirit came out. И дух вышел из нее. And you know what happened? И знаешь, что произошло? She lost the power to tell fortune. Она потеряла силу предсказывать судьбу. And the people who owned her as a slave were very angry И ее хозяева очень разозлились, because she made a lot of money for them telling fortune. потому что своим этим прорицательным бизнесом она зарабатывала им кучу денег. Now I want to tell you that fortune telling is not always stupid. И я скажу тебе, что вот это предсказание судьбы не имеет в себе какой-то смысл. Many times a servant of Satan can speak the truth Очень часто служитель дьявола может сказать истину. for a while, На некоторое время может говорить истину, not permanently. но не всегда. My wife Ruth has given me permission to tell this story. И моя супруга Руфь дала мне разрешение поделиться с вами этой историей. Before she knew the Lord Jesus, Перед тем, как она познала Господа she Иисуса, visited a fortune telling она сходила к предсказательнице, who had never seen her before которая никогда ее до этого не видела and knew nothing about her. и ничего о ней не могла знать. And this fortune teller told her three things. И эта предсказательница предсказала ей 3 вещи. You're not able to bear children. Что у тебя не может быть детей, You have 3 adopted children, у тебя 3 приемных детей, and your husband has left you. и твой супруг покинул тебя. Every statement was exactly true, И каждое, это была совершенная истина, каждое из этих заявлений. but it was not from God. Но это не было от Бога. It was Satan's bait. Это была приманка дьявола. You know how you catch fish? Знаешь, как ты ловишь рыбу? You fasten something nice on a hook, Ты прицепляешь что-нибудь привлекательное для рыб на крючок and you let the hook down in the water, и опускаешь этот крючок в воду, and the fish comes for the bait, и рыба подплывает к приманке, but it gets caught on the hook. но она хватает приманку, но вместо этого цепляется And на that's крючок. how Satan often catches people. И очень часто именно так дьявол хватает людей. He tells them the truth Он говорит им истину to start with, для начала. but it's just to get them caught on his hook. Но это только для того, чтобы они ухватились за приманку и сдернулись на крючок. So remember that everything supernatural is not necessarily from God. Поэтому запомни, что всякое сверхъестественное проявление не обязательно от Бога. When the Antichrist comes, Когда придет Антихрист,
He will perform many miracles. Он будет показывать и проявлять очень много чудес. But he is not from God. Но эти чудеса не от Бога, и он не от I Бога. just want to emphasize this to all of you. Я хочу еще раз подчеркнуть для каждого из вас. Don't assume that something supernatural is necessarily from God. Никогда не делай такое предположение и предпосылку, что всякое сверхъестественное проявление всегда от Бога. Because if you assume that, sooner or later you will be deceived. Потому что если ты будешь так думать, то рано или поздно ты попадешься на эту приманку. And many Pentecostal people are deceived in that way. И очень многие пятидесятники попались на этом. Now, I want to speak about the nature of witchcraft, И сейчас я буду говорить о природе колдовства. how it operates. Каким образом оно действует. There are three key words. Я могу назвать 3 ключевых слова. The first one is manipulate, Первое – это манипуляция. the second is intimidate, Второе – запугивание. and the third is dominate. И третье – господствование. Now, the aim of witchcraft is to dominate. Цель всякого колдовства – это доминировать, господствовать, It's to control people чтобы управлять людьми and get them to do what you want. и заставлять делать то, что ты хочешь. And there are two different routes. И 2 корня колдовства. One is to manipulate, Первое – это манипулирование, and that is to use cunning то есть для того, чтобы хитрить, обманывать and find ways to gain influence over people. и искать путей, как получить влияние на людей. And the other is to И intimidate. второе – это запугивание. And sometimes witchcraft is one way and sometimes the И other. иногда те, кто занимается колдовством, пользуются либо первым, либо вторым. But whatever way it uses, Но каким бы способом ни пользовались, it is evil. это зло. And it will do you great harm if you come under its power. А если ты войдешь под эту силу, эту злую силу, тогда тебе будет причинен очень большой вред. Fallen man is born with a desire to control people. Падший человек рождается с желанием управлять людьми, But to use evil means to control them. используя при этом злые средства. And this starts at birth. И это начинается с рождения. If you turn to Psalm 58 Если ты откроешь 57-й Псалом, and verse 3, 3 стих, there's a surprising statement. здесь очень удивительное заявление. Psalm 58 verse 3. 57-й Псалом. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born, speaking lies. Verse 3. Listen. Sometimes the Psalms are different. That's verse 4. 57-й Псалом, 4 стих, извините. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. The wicked start telling lies when they're born. То есть беззаконные начинают говорить ложь в момент рождения, Let с me рождения. give a little simple example of how an infant can manipulate. Я тебе приведу один пример о том, как маленький ребенок может управлять и контролировать. There's a little baby in its bed, Представь себе маленький ребенок в кроватке, and it wets its diaper. You know what a diaper is. и он все время писает в пеленке. And because it's uncomfortable, it cries. И так как ему после этого становится очень неприятно и неудобно, он начинает кричать. And the mother hears its cry, И мать слышит, как ребенок кричит. comes along, Она приходит, picks it up, поднимает ребенка, Changes its diaper. берет ребенка, меняет пеленки and then hugs it. и обнимает его. Well, the baby likes being hugged. И детям нравится, когда их обнимают. So next time it wants to be hugged, Поэтому в следующий раз, когда ребенку захочется, чтобы его пообнимали, it cries even when its diapers aren't wet. он начинает кричать, даже когда у него сухие пеленки. Because that's its way to be hugged. Потому что он таким образом ищет, чтобы его обняли. What is that? Что это такое? Manipulation. Это есть манипуляция. It's manipulating its mother. Манипулирование. Он пытается управлять своей матерью. Do you think the children manipulate their parents? Считаешь ли ты, что дети управляют своими родителями? Yes or no? Скажи мне, да или нет? That's right. Да, именно так, да. All right. Хорошо. Now, let's look at the same for a little while in contemporary culture. Давай еще рассмотрим примеры колдовства в современной культуре. Our culture is full of manipulation. Наша культура полна различного манипулирования. You take the advertising profession. Например, профессия рекламодателей. Now, this is not true of all advertising. Это не относится ко всем рекламным компаниям и рекламам. One main purpose of advertising is to manipulate people. Но цель всякой рекламы – манипулировать, управлять людьми. And its aim is twofold. И цель состоит в 2 аспектах. To get them to want what they don't need Заставить их желать то, в чем они не нуждаются, and to buy what they can't afford. и купить то, что они не могут себе позволить. And you study the contemporary advertising industry. И если рассмотреть внимательно принципы, которыми пользуется рекламная индустрия, They are experts at it. они в этом деле очень преуспели, и They're эксперты. expert psychologists. Они эксперты в психологии. And they spend a lot of money investigating.
И они очень много денег тратят на то, чтобы исследовать поведение человека. What is the best way to manipulate? Каким наиболее эффективным образом мы можем манипулировать людьми? And basically, there's one key: И к этому один ключ к успеху. to appeal to their pride. Это призывать и к их гордости, So гордости they людьми. want you to buy a new car, И таким образом они заставляют тебя купить новую машину. and they have a picture of you in this beautiful new car, И они дают тебе фотографию, как ты будешь выглядеть в этой прекрасной and you машине. look so much smarter than everybody else, И ты выглядишь круче, чем кто-то другой. and your car goes faster. И твоя машина быстрее. And what does that appeal to? К чему это призывает, вызывает? Pride. Гордости. Or they want to sell women's clothes. Или, например, они хотят продавать женскую одежду. This is a billion-dollar industry. И эта индустрия, оборот которой миллиарды долларов. They've studied all the ways to make women want to buy clothes. Они изучили и преуспели во всех способах, как заставить женщин покупать новую одежду. One thing they do is to use models. You know what models are? Например, они используют при этом манекенщиц. And it's a very highly paid profession to be a model. И это очень высокооплачиваемая профессия манекенщиц. What is the aim of the model? Какая цель этих фотомоделей? To make this lady think, I could look like that. Чтобы заставить женщину, обыкновенную женщину, подумать, что в этой одежде я буду выглядеть так, как она. But what's the motive? Но в чем мотив? Каков мотив? Money. Деньги. And there's many other things. И очень много других примеров. Then again, politics is full of И, manipulation. наконец, политика пронизана манипулированием. There are many different ways of manipulating people. И у них тоже много разных способов манипулирования людьми. I think communism manipulated people through fear. И я считаю, что коммунизм манипулировал людьми через страх. They got people afraid of what they might do to them. Они заставляли людей бояться то, что коммунисты могли сделать с ними. And because of fear, people were willing to do things they would not have done otherwise. И из-за страха перед наказанием люди начали делать что-то, что бы они иначе не делали. They became slaves of fear. Они стали рабами страха. But in the Middle East right now, we have a different form of manipulation. Но сейчас на Среднем Востоке, на Ближнем Востоке у нас иная форма There's манипулирования. one particular word that's used. Используется одно слово. It is peace. Это слово «мир». And they are trying to persuade us that if some men sign a piece of paper, we'll have peace. И они пытаются убедить людей, что если определенные люди подпишут определенные бумаги, то тогда наступит мир. And because everybody wants peace, И по причине того, что все хотят мира, people are silly enough to believe that. люди достаточно становятся глупыми, чтобы верить в это. But if you ask yourself, what are the causes of war? Но если ты спросишь себя, в чем причина войны, There are many. очень много причин. Hatred, Ненависть, fear, страх, covetousness, зависть, pride, гордость lust for power, и похоть, желание, жажда власти many others. и очень много других. Do you think that those things will be changed because men sign their name on a piece of Как paper? ты думаешь, исчезнут ли все эти причины, которые только что перечислили, если кто-то распишется на бумаге? And the politicians are manipulating us. Но политики управляют нами. And actually, today, politicians go to psychologists to find out how to manipulate. Больше того, сейчас все чаще политики обращаются к психологам с целью узнать лучшие способы манипулирования людьми. The present government in Israel has a team of psychologists telling them how to get people to believe what they В сегодняшнем правительстве Израиля есть целая команда психологов, которые помогают им. Once your eyes are open to this, Как только your eyes, как только ты узнаешь об этом, твои глаза откроются на эту истину, you'll see that manipulation is everywhere in the world around us today. ты увидишь, что мир вокруг нас проникнут идеями манипулирования. And the power behind it is witchcraft. И сила, которая стоит за этими проявлениями, есть колдовство. What are the other results of advertising? Каковы другие результаты, какие еще есть результаты рекламы? What do they get people to buy and to use? То есть, что реклама заставляет людей покупать и чем пользоваться? Well, two obvious examples are nicotine and alcohol. Два лучших очевидных примера – это никотин и алкоголь. And both of those enslave people. Потому что и то, и другое порабощает. So, advertising is used to enslave people. Таким образом, реклама используется для порабощения людей. I am very angry with the American tobacco companies now Я очень зол, и я очень рассержен американскими табачными компаниями. because smoking is going down in the United States. Потому что в США сейчас потребление никотина идет на убыль. A very powerful public advertising campaign is warning people against smoking. Потому что общественная рекламная кампания, проводится очень мощная общественная рекламная кампания, которая предупреждает людей об опасности курения. So the American tobacco companies are not making as much money as they used И to. поэтому теперь американские табачные компании теряют прибыль. But you know what they're doing? Но знаешь, что они придумали? They've turned to the third world nations. Они теперь фокусируют на свою деятельность на третьем мире. And they're systematically advertising in those nations. И они постоянно, систематично дают мощную рекламную кампанию в странах третьего
внешнего мира. And their advertisements are particularly aimed at young people. И особенно их рекламная кампания делает акцент на молодых людей. They want to get people of age 14 and 15 starting to smoke. Они хотят убедить подростков, начиная с 14-15 лет, начать курить. Because then they'll be slaves for life. Потому что если они начнут в этом возрасте, они всю жизнь будут And yet курильщиками. those same tobacco companies know full well И тем не менее, эти табачные компании прекрасно отдают себе отчет that smoking can cause many forms of painful death. в том, что курение может привести к различным видам болезненной смерти. They don't care that they're bringing those people to death. Но им все равно, им совершенно наплевать на то, что люди All могут they care about is money, погибнуть из-за курения, но они только заботятся о деньгах. even if it costs human lives. Даже если цена этих прибылей человеческие жизни. I believe those people are just as guilty as those that took slaves and sold them. И я верю, что этих людей можно сравнить с работорговцами. But see how witchcraft plays its part in all that. Но обрати внимание, какую роль играет колдовство во всем этом бизнесе. When your eyes are once opened, you'll begin to see that witchcraft is pervasive. Когда ты увидишь, когда твои глаза откроются на причины, на ту силу, которая стоит за всем этим, ты удивишься очень. And it is at work everywhere. Что колдовство проникает во все сферы жизни. And it is enslaving and destroying men and women and children. И что колдовство порабощает и разрушает жизни людей, мужчин, женщин и детей. Now we'll look at witchcraft operating in a husband and wife И relationship. сейчас мы посмотрим, каким образом колдовство может работать в жизни семьи, в семейной жизни. And remember, each of them wants to get his way or her way. И обрати внимание, что либо супруг, при этом либо супруг, либо супруга хотят, чтобы выходило по ихнему. So they use different techniques. Поэтому они пользуются различными методами, способами. The husband tends to intimidate. Обычно муж запугивает. If he doesn't get what he wants, Если он не получает то, чего просит, he loses his temper. он выходит из себя. He flies in a rage. Он просто начинает гневаться. He shouts at people. Он начинает кричать на He людей. may even beat his wife and children. Может быть, он даже бьет свою жену и детей. What is his motive? Что является мотивом? To make himself so unpleasant that they'll do what he wants. Чтобы выставить себя настолько неприятным, чтобы тем самым заставить людей исполнять его волю. So his wife and children come to the point И тогда жена и дети подходят до такой точки, where they let him have his way, когда они просто подчиняются. rather than go through another of these temper И tantrums. они лучше сделают то, что он их заставляет сделать, чем пережить очередной скандал. What's the word that describes that? Каким словом можно описать это? Intimidation. Запугивание. One of the great methods of witchcraft. Один из основных методов, которые используются в колдовстве. Now what about the wife? Что же касательно жены? She probably can't use intimidation. В большинстве случаев она не может использовать запугивание. So what does she use? Чем же она пользуется? Manipulation. Манипулирование. She plays on her weakness. Она играет на своей слабости. She has hurt feelings, У нее оскорбленные чувства, tears, слезы, emotional sickness, эмоциональные болезни. and also keeping a list of her husband's mistakes И также перечисление недостатков мужа, to make him feel guilty. чтобы заставить его чувствовать себя виноватым. And it's just as powerful as intimidation. И такой вид манипулирования имеет такой же эффект и силу, как и запугивание. In fact, I think wives are more successful by manipulation than husbands are by intimidation. Больше того, я скажу, что у жен лучше получается манипулировать своими мужьями, чем у мужей запугивать своих жен. Many years ago, I knew a family. Много лет назад я знал одну семью. They were all Christians, Они были верующими, христианами, but the woman had emotional problems. но у жены были эмоциональные проблемы. And when she didn't get her way, И когда не выходила так, как она she хотела, would have a terrible fit of migraine. у нее начинался припадок мигрени. And she'd retire to bed with her migraine, И она уходила и ложилась в постель со своей мигренью. and everybody tiptoed around the house, И все ходили на цыпочках по дому saying, "Don't make a noise, you'll disturb mother." и говорили: не шумите, иначе вы будете мешать маме. And in the end, they'd rather do anything than have one of those fits of migraine. И в конце концов они делали все, что угодно, лишь бы у нее не было очередного приступа. Quite often, women use sickness to manipulate people. Очень часто женщины пользуются болезнями, чтобы управлять людьми. Now, there's one other way that husbands and wives can both manipulate. И есть еще один способ, которым пользуются и мужья, и жены. And I'll read 1 Corinthians chapter 7 first, И я сперва прочитаю 7 главу 1 послания к Коринфянам, verses 3 through 5. с 3 по 5 стих. Chapter 7, verse 3 through 5. I'll read them all. Let the husband render to his wife the affection due to her, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Do not deprive one another,
except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. 7 глава 1 послания к Коринфянам, с 3 по 5 стих. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. The Bible is very delicate in its language, Библия очень деликатно обращается с такими вещами. and it could be that some of us don't fully understand. И поэтому, может быть, многие из вас не понимают. But what Paul is saying is this: Но Павел говорит о следующем. a husband owes the sexual relationship to his wife, Супруг обязан предоставлять половую связь жене, and the wife owes it to her husband, и жена должна оказывать то же самое мужу. and neither has authority over his or her own body. И ни один из них не имеет власти над своим собственным телом. That's very simple and very practical. Это очень простая и практическая инструкция. But one of the ways that husbands and wives manipulate one another Но один из способов, которым муж или жена манипулируют друг другом, is to withhold the sexual relationship from the other. это приостановление и удержание сексуальной половых связей от своего супруга. That is И manipulation. это есть манипулирование. And the Bible says it's not permitted. И Библия говорит, что это не дозволено. No, I want to add a word of warning. И я хочу еще добавить одно слово предостережения. I don't believe that justifies perverse, evil forms of sex. Я не верю, что этот стих оправдывает и позволяет извращенные формы секса. It's talking about the natural sex relationship. Здесь говорится о нормальных сексуальных отношениях. Husbands and wives owe that to each other. Муж и жена должны это друг другу. And only by mutual consent can they stop it for a little while. И они могут прекратить сексуальные отношения на некоторое время только по взаимному согласию. Now I have seen a case where a wife manipulated her husband just that way. И у меня был один случай, когда жена именно так управляла своим мужем. And the husband was a strong man. И муж был очень сильным. But in the end, his wife had him in tears. Но в конце концов жена заставила его плакать. Because she only granted in that relationship when he did what she wanted. Потому что она только тогда позволяла ему, когда он сделал то, что она хотела. What is that? Что это такое? Manipulation. Это управление или манипуляция. All right, now let's talk about children for a moment. Давайте сейчас поговорим о детях. We've already seen that children manipulate their parents. Я уже говорил вам о том, что дети манипулируют своими родителями. There are various different ways. И у них есть много способов. But one common way is by rebelliousness. Но один из распространенных методов – это такое бунтарское поведение, неподчинение. By what we call temper tantrums. Или вспышки гнева, что мы называем. If a child doesn't get his way, И если у ребенку не делают то, что он хочет, it lies down on the floor, он падает на пол kicks its legs in the air, и начинает пинать ногами воздух, And scream. и начинает кричать. and very often the parents give way. И очень часто родители, чтобы успокоить, подчиняются. As they say, anything for a quiet life. Они говорят, все что угодно, лишь бы было тихо. But that is the worst thing to do for your child. Но это самое ужасное, что ты можешь делать по отношению к своему ребенку. Because while it's lying there throwing a temper tantrum, Потому что пока он там бьется на полу в капризном таком приступе, it's very easy for a demon to enter it. для него очень легко, бес очень легко может войти в него. And many times demons enter children when they behave like that. И очень часто бесы входят в детей, когда они так себя ведут. Now, let's consider how parents manipulate their children. И сейчас давайте рассмотрим, как родители могут манипулировать своими детьми. There was a book published in the United States in 1960 В 60-м году в США вышла книга called How to be a Jewish Mother. под названием «Как быть еврейской матерью». It was written by a Jewish young man. Один молодой человек, еврей, написал ее. And really, it is a total study in manipulation. И это есть обучение и изучение манипуляций, манипулирования. And one of the lessons is И в одном из уроков how to говорится, get your child to play the violin in public using only guilt. to play. To play the violin in public using only guilt. Как заставить твоего ребенка играть на скрипке перед людьми, перед твоими друзьями, используя чувство вины? So what does the mother say? Итак, мать говорит следующее. You know your father and I spent so much money on your music lessons. Ты знаешь, сколько денег мы с отцом растратили на обучение тебе игре на скрипке? And here's your aunt just waiting to hear you play. И вот твоя тетя не ждет, не дождется, чтобы услышать твою игру. You don't want to disappoint your aunt. Неужели ты хочешь разочаровать свою тетю? What is that? Что это такое? Tell me. Скажите мне. That's right.
Another very evil way to manipulate children is this: И еще один способ, очень злой, неправильный способ манипулирования детьми заключается в следующем. to make love dependent on good behavior. Сделать так, что твоя любовь к ребенку зависит от его хорошего поведения. Now, you know, God, our Father, loves us even when we misbehave. Ты знаешь, что наш Отец Небесный любит нас даже когда мы себя плохо ведем. His love does not depend on our behaving right. Его любовь не зависит от нашего поведения. And we ought to love our children unconditionally. И мы также должны, безусловно, любить своих детей. Love should not be a reward for good behavior, Любовь не должна быть вознаграждением за правильное поведение. because it will produce very insecure children. Потому что этим самым у тебя будут очень нестабильные дети. They'll never be quite sure that their parents really love them. Они никогда не будут уверены в том, что их родители действительно любят. The mother may say something like this: И мать, может быть, будет говорить что-то такое. if you love me, you'll sweep the floor. Если любишь, убери квартиру. That's a wicked thing to say, Это очень отвратительная вещь, because it's manipulating your child. потому что она таким образом манипулирует своим ребенком. And the child may do it and say, I wonder whether my mother really loves me. И ребенок, подметая пол, будет думать, действительно ли она любит меня? Do I have to sweep the floor in order to be loved? Или мне, чтобы она меня всегда любила, нужно постоянно мести пол? Do you think God treats us like that? Неужели ты думаешь, что Бог к нам с нами так обращается? Some Christians do. Ты знаешь, некоторые вещи действительно, некоторые верующие действительно так считают. Just grown up with that one idea of love. Некоторые христиане выросли и были воспитаны с таким понятием Божьей любви. It was born into them in their family. Они родились в это, в их вложили по наследству это понятие, представление. My parents only love me when I'm good. Мои родители любят меня только когда я себя хорошо веду. And when they become believers, И когда эти люди становятся верующими, they have the same attitude toward God. у них такое же представление о Божьей любви. God only loves me if I'm good. Бог любит меня только если я хорошо себя веду. And they are always insecure. И они всегда не уверены. I want to tell you, God loves you whether you're good or bad. И я хочу сказать тебе, что Бог любит тебя, хороший ты или плохой. It doesn't matter. Неважно. He'll deal with you if you're bad. Если ты плохой и плохо себя ведешь, Он будет обращаться с тобой He'll таким deal with образом. you out of His love. Но Он будет делать это и корректировать тебя, исправлять тебя по причине своей любви. And that's how parents should treat their children. Именно таким образом родители должны обращаться со своими детьми. Now, there's one particular thing about witchcraft. Есть еще одна сторона колдовства. Its main target is women. Целью колдовства зачастую являются, основной целью колдовства являются женщины. Somehow, a woman's nature is more open to witchcraft. По каким-то причинам женская природа, женская натура более подвержена влиянию колдовства. And in some sections of humanity, И в некоторых частях света witchcraft is passed down through the female line from generation to generation. в частях света колдовство передается по женской линии от поколения к поколению. And the result is that female babies are often born with the spirit of witchcraft. И в результате этого очень часто девочки рождаются с врожденным духом колдовства. One place I've discovered this is what they call the Deep South in America. Один из таких районов на Земле, где это происходит, это глубокий юг в США. Witchcraft is endemic. You know what endemic is? It's a disease that comes with the country. Это Like malaria is endemic in Africa. как болезнь, характерная для определенной части света. And I've dealt with women who have that problem. И я имел дело с женщинами, которые имели эту проблему. And it's very hard for them to get delivered. И им очень сложно получить освобождение. It's almost like something being torn out of them. Когда они получают освобождение, для них это будто от них отрывают часть их самих. So if there are women here like that, Поэтому, если есть сейчас здесь такие женщины, and I'm sure there are, я уверен, что это так, I want to say we'll do our best to help you. я хочу сказать тебе, что я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе. But you've got to see your problem. Но ты должна сначала увидеть свою проблему. Another area where this is common И еще одна распространенная область is what they call matriarchal society. – это так называемые матриархальные общества. In other words, where the woman is the dominant power in the family. Иными словами, где считается, что мать или женщина является доминирующей, играет главенствующую роль в семье. Now, I don't know too much about the people from this part of the И world, я не знаю, как дела с этим обстоят в этой части земного шара, but I suspect that problem occurs here. но у меня есть подозрение, что это относится и к этой области. One thing I have noticed about the countries that are around the Mediterranean Я обратил внимание на характерную особенность стран, расположенных вокруг Средиземного моря.
Most of them are matriarchal, Большинство из этих культур являются матриархальными. and you find witchcraft in many women. И во многих женщинах ты можешь обнаружить там колдовство. Please understand, I am not condemning you. Пожалуйста, не пойми меня неправильно, я не пытаюсь тебя осудить. Any more than a doctor condemns you when he says you have cancer. То же самое, как ты не считаешь врача, который говорит тебе, что у тебя раковая опухоль, что он осуждает тебя. He tells you that to show you your problem, Врач говорит тебе об этом, чтобы показать тебе проблему, которую ты имеешь, that you may seek healing. чтобы ты мог искать и получить исцеление. But as long as you have this problem, your family will never be exactly what God intends it to be. Но до тех пор, пока ты не избавишься от этой проблемы, твоя семья никогда не достигнет исполнения воли Божьей для твоей семьи. Now I want to speak about witchcraft in the church. И сейчас я буду говорить о колдовстве в церкви. And remember, it's the fifth column. И помни, что это пятая колонна. It's what destroys the church from inside. Это то, что разрушает церковь изнутри. One obvious example is the way people appeal for money. Один из очевидных примеров это что происходит во время пожертвований. In America, one common way is this. В США очень часто пользуются таким методом. A man will preach about money that he needs. Человек будет проповедовать о своей нужде в деньгах, что ему нуждается в деньгах. And then he will say, God has shown me И после этого он говорит, Бог открыл мне, there are 5 people here tonight, что здесь в зале находится 5 человек, each of whom will give $1,000. и каждый из них пожертвует мне $1000. Well, if God has shown him that, you've got to do something about it. Ну, и ты сидишь, думаешь, если Бог ему открыл, надо что-то делать. Otherwise, you'll be disappointing God. Иначе ты будешь разочаровывать Бога. So 4 people stand up, Итак, 4 встают, and he goes on waiting. и он продолжает ждать. And there's such pressure. И такое в воздухе висит Eventually, давление. some poor man stands И в up. конце концов какой-то несчастный встает. He just doesn't want to be guilty. Он просто не хочет чувствовать себя виноватым. I have a friend who's a Swiss businessman, a Christian, У меня есть друг, который христианский бизнесмен из Швеции. and he was in a meeting like that in America. И он находился на таком собрании в США, в Америке. And eventually, under pressure, he stood up И в конце концов это напряжение достигло такого максимума, что он не выдержал и встал. and he committed himself to give $1,000. И он пообещал дать $1000. But afterwards, he knew he'd been manipulated. Но после этого он понял, что им просто He was манипулировали. so angry with himself for having been И deceived. он так разозлился сам на себя за то, что его так легко провели. Then another way that preachers can manipulate И еще другой способ, который используют проповедники, чтобы манипулировать, is in appeals for money. это призывать к деньгам. They describe this terrible situation Они описывают какую-то ужасную ситуацию. with children starving in the streets, Так, дети страдают от голода, умирают от голода на улицах. and they speak about what 100 pounds will do for a child, И они говорят, что $100 спасут жизнь этого ребенка. and they bring tears to your eyes, И они рассказывают так эмоционально, что ты начинаешь плакать. and then they appeal for И money. потом они призывают и просят тебя дать денег. And you know what? И знаешь, что происходит? You feel guilty if you don't give. Ты чувствуешь себя виноватым, если ты не дашь эти $100. But guilt is never a motivation for giving. Но чувство вины, опасение, чувство себя виноватым никогда не должно быть причиной, почему ты даешь пожертвование. And God never manipulates us by guilt. И Бог никогда не манипулирует нами, используя при этом чувство вины. Then there's another very common practice in America И в США еще есть одна распространенная методика, with television evangelists особенно с так называемыми телеевангелистами, who are которые preaching on healing. выступают по телевизору, проповедуя об исцелении. Now they say, if you send И $50, они говорят, если ты пошлешь мне по почте $50, I'll pray over your letter тогда я помолюсь над твоим письмом, and you'll be и healed. ты получишь исцеление. In my opinion, that's wicked. По-моему, это так поступают только нечестивые. And I rather think we might do better without any television evangelists in America. И я думаю, что с христианством дела в Америке обстояли бы лучше, если бы не было It's телеевангелистов. not that they are all like that, Я не пытаюсь сказать, что они все такие, but they really bring Christianity into disrepute. но они создают такую плохую репутацию для христианства таким своим поведением. All right, then let's take the spiritual leader А теперь рассмотрим духовных лидеров, who wants obedience, которые требуют подчинения. and he uses fear. И они пользуются страхом. And he says to some member who's not satisfied in his congregation, И, например, возьмем какого-нибудь духовного лидера, которого не устраивает член церкви какой-то. you know God sent you to this church. И он говорит, ты знаешь, что Бог послал тебя в эту This is церковь. where you belong. Ты должен быть в этой церкви. And if you leave this church, И если ты оставишь эту церковь, you'll never prosper. ты никогда не будешь процветать. I told you what those words were, didn't I? И я уже сказал, что означают эти слова. You remember what they are? Вы помните? They are a curse. Они есть проклятие. And what he's saying is, if you leave this church, I'll put a curse on you. И
И тем самым этот человек говорит, если ты уйдешь из этой церкви, я на тебя возложу проклятие. And it can be very real. И это проклятие может быть очень реальным. I've known people who never prospered because the leader of the congregation put curse on them. Я видел людей, которые никак не могли достигнуть успеха в жизни, потому что лидер церкви проклял их таким образом. But that's not from the Holy Но Spirit. это не от Духа Святого. Then again, a leader may demand unquestioning loyalty. И еще лидер церкви может требовать от членов церкви беспрекословного подчинения и лояльности. If you're obeying me, you're obeying God. Если ты подчиняешься мне, значит ты подчиняешься Богу. And if you're disobeying me, you're disobeying God. Если ты не подчиняешься мне, ты не подчиняешься Богу. Or they may talk about a covenant. Или, может быть, они будут говорить о завете. I've been through this, so I know. И я уже через это сам прошел, поэтому я знаю, о чем я говорю. We're in a covenant relationship with one another. Мы находимся в состоянии завета, в отношениях завета If друг с you другом. leave, Если ты оставишь нас, you're a covenant breaker. тогда ты разрушитель закона, нарушитель завета. You know who practices those methods? Знаешь, кто использует такие методы? The leaders of cults. Лидеры различных культов. And anywhere that begins to happen, it's becoming a cult. Каким бы образом это тебя к этому не подводило, это все равно, что начинается культ. People are being manipulated by fear. Людьми манипулируют через страх. So you don't have to. Поэтому ты совсем не обязан I подчиняться. believe there are only two covenants that apply to us as Christians. Я верю, что к нам, как верующим, относятся только два завета. One is the covenant we have in the blood of Jesus. Первый – это завет в крови Иисуса. And all true believers are in that И covenant. все истинные верующие состоят в этом завете с Богом. And to make a little group and say we're a special group is wrong. И когда люди пытаются создавать особенную какую-то группу людей, говорят, что мы что-то особенное, это неправильно. It's making a division in the body of Потому Christ. что тем самым они отделяют себя от тела Христа. And the other covenant is the covenant of marriage. И второй завет, о котором я говорил, это завет брака. A covenant between a man and a woman for life. Завет, который продолжается всю жизнь между мужчиной и женщиной. And if anybody tries to get you into any other kind of covenant, you beware. И если кто-нибудь будет пытаться завлечь тебя в какой-нибудь третий завет, будь осторожен. Because they're trying to get control over you. Потому что они пытаются получить власть над тобой. Has that ever happened around this part of the world? Когда-нибудь ты можешь припомнить примеры чего-либо подобного в своей жизни? You don't have to tell me. Да, ты ответь сам себе, мне не нужно кричать. Now, another way of manipulating in the church is by spiritual gifts. Еще один метод манипулирования собранием, церковью, это использование даров. For instance, the gift of tongues plus interpretation. Например, это дар языков плюс дар истолкования языков. And I've been in many Pentecostal churches И я побывал во многих пятидесятнических церквях, where one lady would always speak in tongues, когда одна женщина постоянно говорит на языках, and another lady would always give the interpretation. и другая женщина постоянно дает перевод, And интерпретацию, between them, they told the pastor what to do. истолкование. И эти две женщины постоянно говорят пастору, что ему нужно делать. And if he didn't do what they said, И если он не делает то, что они ему he was говорят, disobeying God. тем самым он якобы не подчиняется Богу. I believe that's all ridiculous. Я верю, что это просто нелепо. The gifts are not given to control pastors with. Бог не дает дары, чтобы контролировать и управлять пасторами. Let me point out something to you. И я еще подчеркну один момент. In 1 Corinthians chapter 14, 14 глава 1 послания к Коринфянам, verse 29, 29 стих. it says, "Let 2 or 3 prophets speak, and let the others judge." И пророки пусть говорят двое и трое, и прочие пусть рассуждают. So when prophecy is given, Поэтому, когда дается пророчество, it ought to be judged in the church над ним следует рассуждать или судить. by the others who are competent to judge. Остальные члены церкви, компетентные в этом, они должны рассуждать. And if a person gives a prophecy in a church, Если человек провозглашает пророчество в церкви, that person ought to expect to have it judged. этот человек должен ожидать и быть готовым к тому, что над его пророчеством будут рассуждать и его будут рассматривать. If a person refuses to have it judged, that person is not speaking in the Holy Spirit. И если человек требует беспрекословного принятия его слов, его пророчества, это он говорит не от Духа Святого. Furthermore, pastors, let me say this to you. Да, особенно я хочу сказать пасторам. If you are a leader in a congregation Если ты являешься лидером собрания церкви and a prophecy is given, и дается пророчество, it's your responsibility to see that it's judged. твоя ответственность за то, чтобы люди рассуждали и обсуждали это пророчество, лежит на тебе. You are responsible to protect your people from deception. Ты ответственен за то, чтобы оградить, защитить твоих людей от обмана. I think of something that happened some years ago when I was in a certain church. И произошел один случай, когда я был в одной из церквей. I was on the platform with some of the leaders, Я стоял на сцене вместе с несколькими лидерами. and somewhere half back in the church, a man stood up and prophesied. И там где-то в самом конце на галерке человек встал и начал пророчествовать. And he did it in a very loud voice. И He он
он очень громко, чуть ли не кричал, когда говорил пророчество. And as I listened to it, there are only two things I picked up. И когда я слушал слова этого пророчества, я уяснил для себя две вещи. Condemnation and confusion. Вся суть пророчества состояла в первое, в приведении замешательства и осуждения. And there was a group of young people between the ages of 16 and 20 at the front of the church. И спереди, на первых рядах сидела группа молодых людей, членов церкви от 16 до 20 лет. As that man was giving that prophecy, И пока этот человек продолжал I пророчествовать, was watching the faces of the young people. я наблюдал за тем, что происходило на лицах этих молодых людей. And they made it very clear they were not impressed. И явно их не очень-то поразило, неприятно поразило это They didn't пророчество. believe it. Они просто не поверили ему. And I said to myself, Я сказал сам себе, if we don't do something about this prophecy, если мы сейчас не разберемся с этим пророчеством, those young people will think we're all so stupid that we believe. а эта молодежь подумает, что мы такие же идиоты, что поверили этому пророчеству. And they lose confidence in the gifts of the Spirit. И они потеряют доверие дарам, уверенность в дарах Духа Святого. So when the prophecy was finished, И так, когда он закончил, I stood up and I said this. я встал и сказал следующие The слова. Bible says that prophecy is to be judged. Библия говорит, что нам следует рассуждать и судить пророчество. And in my judgment, that was not a true prophecy. И я сказал, с точки зрения моего рассуждения, это не было истинное пророчество. Because if you look in 1 Corinthians 14 verse 3, Потому что если ты прочитаешь 1 Коринфянам 14:3, it says, he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort. там говорится о том, что кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. In that prophecy, I didn't hear any edification, any exhortation, and any comfort. Но в том пророчестве я не услышал ни слова в назидание, ни слова в увещание, ни слова в утешение. And I said, I want the other leaders here in the church to give their opinion. Я сказал, я хочу, чтобы остальные лидеры церкви, присутствующие здесь, дали свою оценку. Did you receive that prophecy as from God or not? Приняли ли вы это пророчество как от Бога или нет? And 3 or 4 leaders stood up, И 3 из 4 лидеров and встали. they each said the same. И они сказали одно и то же. It was not from God. Это было не от Бога. And you see, the church was rescued. И видишь, церковь была спасена. But suppose no one had judged that prophecy. Но представь, что произошло, если бы никто не отреагировал на это The пророчество. young people would all have said, this is all a lot of hooey. A lot of hooey, a lot of nonsense. И молодежь сказала, ну опять какой-то бред несут. And a lot of people would have felt confused. И большинство людей просто пришли бы в замешательство. So I want to tell you, pastors, Поэтому я хочу предупредить вас, пасторы, whom I love and respect, которых я очень люблю и уважаю. it's your responsibility to see that prophecy is judged. Ответственность за то, что всякое пророчество, над всяким пророчеством церковь должна рассуждать, лежит на вас. And if people in your congregation prophesy and are not willing to be judged, Но если люди в твоем собрании пророчествуют и препятствуют тому, чтобы над их пророчеством рассуждали, they should not be allowed to prophesy. тогда ты должен запретить им пророчествовать. Because you can tell they're in a wrong spirit. Потому что это сразу является признаком того, что они в неправильном духе. If they were in a right spirit, they would submit to authority. И потому что если бы они находились в правильном духе, они бы подчинились власти пастора. You see, prophecy is a very powerful tool. Пророчество является очень мощным инструментом. And a lot of people who want power want to use that tool. И многие люди, которые стремятся к власти, используют этот инструмент. But it's very dangerous if it's misused. Но если этим даром неправильно пользуются, это очень опасно. And I know of whole families that were split by false prophecy. Divided. И я знаю, как приходило разделение и разлад в семьи из-за неправильного пророчества. And many churches have been divided by false prophecy. И очень многие церкви приходило разделение и расщепление в церкви из-за таких пророчеств. And the lives of many individuals have been ruined by false prophecy. И жизни отдельных людей, личностей были разрушены из-за таких пророчеств. Because some woman prophesies over some young person Когда какая-то женщина пророчествует над молодым человеком, and says, you have a gift of healing and you're going to be an evangelist. и она говорит, ты имеешь дар исцеления, и ты будешь евангелистом. He doesn't have any gift of healing. Но он не имеет дара исцелений. He's not called to be an И он evangelist. не призван Богом, чтобы быть евангелистом. From that time onwards, he feels guilty. Но начиная с того момента он чувствует себя Because виноватым. he isn't doing what he believes God wanted him to do. Потому что он не делает то, что пророчество ему наговорило, будто бы Бог хочет, чтобы он делал. Listen, do not submit to prophecy as a means to be controlled. Не подчиняйся пророчествам, которые просто являются методом контролирования. There has come a report to us in the United В States США нам сообщили, that prophecy is being misused in many churches in the CIS. что дар пророчества, в Америке нам сказали, что дар пророчества очень неправильно используется в странах СНГ. And it's doing a lot of harm. И это причиняет очень много вреда. What we need is men of character.
Нам нужны люди с волей, who will stand up and say, that is wrong. которые могут встать и сказать, смелые люди, которые могут встать и сказать, это неправда. We will not be manipulated by it. Мы не будем манипулировать, мы не позволим тому человеку манипулировать нам через такие пророчества. We will not be intimidated. И нас не запугать. I said to our interpreter before the meeting, И перед собранием я говорил с переводчиком, when you come against witchcraft, когда ты выступаешь, противостоишь колдовству, you'll discover you've trodden on the devil's corns. ты обнаружишь, что ты тем самым наступаешь на любимые мозоли дьявола. But don't worry. Но не беспокойся. It's not your job to preserve his corns. Тебе не нужно заботиться о безопасности и хорошем состоянии его мозолей. In the United States today, in the charismatic movement, we have a lot of what I call charismatic fortune telling. И в США, в харизматическом движении существует очень такая вещь, которую я называю харизматическое прорицание, предсказание судьбы. Along comes so-called prophet. Вот выходит пророк, так He называемый, says, I'm going to speak a word to и you. он говорит, у меня есть для вас слово. And people line up to have a word spoken. И люди выстраиваются в очередь, чтобы получить от него слово. But most of it is nonsense. Но большинство из них просто чушь. Listen, there are two ways to be guided. Послушай, тебя можно направлять двумя способами. One is for all Christians. Один относится ко всем верующим. It's what I call general guidance. Это то, что я называю общим направлением. And you know where it comes from? И знаешь, от кого оно исходит? The Bible. От Библии. And that applies to all of us. И это относится ко всем из нас. Then on top of that, there is individual guidance. Но помимо этого общего направления, есть также индивидуальное направление. That guidance just for an individual. То есть есть особенное слово направление, то есть что делать в своей жизни тебе. Like you may be called to go to Vladivostok. How do I know? Или призвание для каждого человека. Может быть, тебя призвал Бог идти во Владивосток. That is not written in the Bible. Ехать во Владивосток, и этого не You записано в won't find Библии. the word Vladivostok in the Ты Bible. даже слово Владивосток не найдешь в So for Библии. that you need special individual guidance. Поэтому для этого ты нуждаешься в личном призвании, в направлении. But here is a very important principle. Но вот я хочу предоставить тебе очень важный принцип. If you do not follow the general guidance of the Bible, Если ты не внимаешь общему направлению Библии, словам Библии, you have no right to ask for individual guidance. ты не имеешь права просить какого-то особенного призвания или направления. God gives individual guidance to those who are already obeying the general guidance of the Bible. Бог дает индивидуальное и направляет людей индивидуально только тех, которые уже подчинились Слову Божьему в целом. But a lot of Christians who are not really obeying the Bible Но многие верующие, которые не подчиняются Библии, want to get a special word from God. хотят получить особенное слово от Бога. But because they're disobedient to Scripture, Но по причине их неподчинения Писанию, they are opening themselves up to deception. они просто открывают себя для обмана. Another form of witchcraft И еще одной формой волшебства is controlling people by prayer. есть управление, контролирование людьми через молитву. Prayer is not a way to control people. Молитва не является инструментом контролирования людей. But it will often happen in a church Но в церквях очень часто происходит следующее. that a little group of women will gather around the pastor Когда небольшая группа женщин собирается вокруг пастора, and they'll decide what he ought to do, и они начинают принимать решение, что делать пастору. and then they'll pray him into doing it. И они начинают замаливать его в это, делать своими молитвами, заставлять его делать это. This is very common. Это очень часто происходит. Women like to control leaders, Женщины любят контролировать лидеров, but it's not legitimate. но это незаконно. Prayer is not given you to control people and make them do what you want them to do. Молитва не дана тебе для того, чтобы заставлять людей делать то, что тебе взбрело в голову. And you pastors, if you have a little group of women around you doing that, И сейчас я говорю к пасторам, если это относится к тебе, и вокруг тебя собралась такая маленькая группа женщин, you better do something about it. тебе нужно с этим делом разобраться. Sometimes people say to me, Brother Prince, I'm praying for you. Иногда мне подходят и говорят: брат, принц, я молюсь за тебя. Now this is very rare, Очень редко, but there have been occasions when I've said, но были случаи, когда я отвечал: thank you, but I'd rather that you didn't pray for me. спасибо, но лучше бы ты не молилась. I don't want to be controlled by your Я не хочу, чтобы быть управляемым твоей молитвой. I don't want to be pushed in a certain direction because you're praying in that direction. Я не хочу, чтобы ты меня толкала своими молитвами в определенном направлении. Now that's very rare. Очень редко такое And I происходит. thank God for thousands of people who pray for me in the Holy Spirit. И я благодарю Бога за тысячи людей, которые молятся за меня и мое служение в Духе Святом. But I say this as a warning to pastors. Но я говорю это как предостережение для пасторов.
Don't come under the control of a group of women. Не подходи, не опускайся под контроль этих женщин. We had a problem in our ministry a couple of years ago. Пару лет назад у нас была проблема в моем служении, в моей организации. In one of our branches, I won't say where. Я не скажу, в каком конкретно филиале это происходило, но это происходило. And the leader was a very able man. Лидер был очень способным человеком, He did a lot of good. и он очень много совершил доброго. But when he gathered people around him, Но когда он собрал вокруг себя людей, he didn't gather men, he gathered women. он не собрал вокруг себя группу поддержки из мужчин, он собрал группу Although there were поддержки men из there женщин. that he could have gathered. Несмотря на то, что были способные, сильные мужи Божьи, которых он мог собрать вокруг I don't себя. want to go into the details. Я не хочу заниматься The деталями, result was witchcraft moved into that branch но в результате этого колдовство проникло в этот филиал and almost totally destroyed it. и почти полностью разрушило его деятельность. We are dealing with life and death. Мы сейчас говорим о жизни и смерти. In Proverbs 18, verse 21, В книге притчи, 18 главе, 21 стихе, it says, "Death and life are in the power of the tongue." написано, что жизнь и смерть во власти языка. So be careful how people use their tongue about you, Поэтому будь внимателен к тому, как люди используют свой язык по отношению к тебе. because it can bring death. Потому что слова могут принести смерть. There's a scripture that Ruth and I say every night before we go to sleep. И есть одно место Писания, которое мы с моей супругой Руфью говорим каждый раз перед тем, как отправляться ко сну. And it's found in Isaiah 54, verse 17. Исайя 54, 17. I'll read it in English, and then we'll have it in Russian. Я прочитаю по-английски, и потом переводчик прочитает по-русски. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. The Holy Spirit does not give a ministry of condemnation, Дух Святой никому не дает служения осуждения. and people who try to bring condemnation on you are not speaking by the Holy И Spirit. люди, которые пытаются сказать тебе слова осуждения, не ведомы, не водимы Духом Святым. And because I have some influence in the body of Christ, И по причине того, что я имею определенное влияние в теле there Христовом, are not a few people who would like to control me. поэтому не так-то много людей. There are quite Существует очень много людей, которые пытаются контролировать и управлять мною. and some would like to bring me under condemnation. И некоторые пытаются ввести меня под осуждение. But God has given me this verse. Но Бог дал мне этот стих. And Ruth and I say this every night before we go to bed. И я со своей супругой всегда говорим этот стих перед тем, как отправляться ко It's сну. our protection against soulish prayers Это наша защита от душевных молитв and the attacks of witchcraft. и от атак, нападений, колдовства. So we make it personal. Поэтому мы также говорим это в первом лице. And you pastors, you could do well to say this too. Yeah. И пастора также могут произнести это исповедание, это провозглашение. Any servants of the Lord who are in a position to be attacked, Всякий служитель Божий находится в таком положении, что его всегда атакуют. this is your protection. Но я тебе имею для тебя слово, это есть твоя защита. And God says no weapon formed against you will prosper. И Библия говорит, что ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет And if any успешно. tongue seeks to condemn you, И всякий язык, который будет осуждать тебя, you can condemn it. ты состязаться с собой на суде, ты And the обвинишь. reason is this, И причина этому следующая. because our righteousness is not our own. Причина в том, что наша праведность не наша праведность. It's from the Lord. Это есть Божья праведность от Господа. And anybody who condemns us И всякий, кто обвиняет нас, is not dealing with our righteousness, не пытается обвинить нашу but праведность, dealing with God's но righteousness. он имеет дело с Божьей And праведностью. no one can condemn God's Но righteousness. никто не может обвинить праведность Бога. All right, this is how we say it. И вот мы говорим это так. No weapon that is formed against us shall prosper. And every tongue which rises against us in judgment we do condemn. This is our heritage as servants of the Lord, and our righteousness is from the O Lord of hosts. Amen. Could you turn that into Russian? All of them or just pastors? All of them. Well, yeah, no, all of them. Давайте все скажем это, не только пастора. Опять-таки в первом лице. Исайя 54:17. Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться со мною на суде, я обвиню. Это есть наследие рабов Господа, оправдание наше от Него, говорит Господь. Amen.
Do you really believe that your righteousness is from God? Действительно ли ты веришь в то, что твоя праведность есть Божья праведность? Then you cannot be condemned. Тогда тебя невозможно осудить. And God will deal with every tongue that condemns you. И Бог разберется со всяким языком, который приносит осуждение на тебя. I have such compassion for pastors Я испытываю чувство сострадания к пасторам, because I have some idea of what they go through. потому что я примерно себе представляю, с чем им приходится сталкиваться. Pastors, I want to tell you, I'm on your side. Пастора, я хочу сказать вам, я за вас. More important still, И еще более важно, God is on your side. Бог за вас. And you know what they say, И знаешь, что говорят? 1 plus God is a majority. 1 плюс Бог равно большинство. Would you like to say that? Хотел ли бы ты это сказать? 1 плюс Бог равно большинство. Amen. Аминь. All right, now, there is another way that witchcraft can operate against leaders. Есть еще один способ, через который колдовство может действовать на лидерах. And it's by sexual seduction. И это сексуальное обольщение. And it can operate from men to women, И это может быть обольщение со стороны мужчин к женщинам, or from women to men. или наоборот. For instance, Например, male leaders may begin to counsel women in the church. лидеры мужчины начинают служить женщинам в церкви. And it may lead to a sexual relationship. И это может, то есть лично с ними общаться, их наставлять, и это может привести к сексуальным отношениям. There was a very large church in the United States where this began to happen just recently. В США есть очень большая церковь, где это недавно произошло. And the men would begin to counsel the women that worked in the church. Когда мужчины начали наставлять женщин, которые работали в церкви. And they would say, when we are spiritually mature, И они говорили так: когда мы стали духовно зрелыми, we are free to enter into a sexual relationship. мы имеем свободу вступать в сексуальные отношения. We're no longer under that set of rules. Мы уже больше не находимся под этим сводом законов. And many of the women in the church were harmed by it. И очень многим женщинам это очень навредило. I'll give you a word of advice. Я дам тебе один совет. If you are a male leader, Если ты мужчина-лидер, never counsel a woman alone. никогда не наставляй и не работай с женщиной в одиночестве, когда ты один на Or один. if she does come into your office alone, Или если она входит в твой офис, в твой кабинет одна, be sure to keep the door open. никогда не закрывай дверь. Now, it can happen the other way. Или может произойти наоборот. Women can seduce men who counsel them. Женщины могут обольстить мужчин, которые их наставляют, которые с ними работают. A woman who goes for counsel usually has problems. Женщина, которая приходит за советом, за наставлением, обычно имеет какие-то проблемы, приходит с проблемами. She may be in a very difficult situation. Может быть, у нее очень трудная ситуация. It may be a difficult situation in her home. Может быть, у нее дома сложные отношения. She's really longing for someone to comfort her. И она очень жаждет утешения от кого-либо. And this man feels such compassion for her. И этот мужчина, он так исполнен чувством сострадания к ней. But it ends up in a wrong relationship. Но в конце концов это заканчивается неправильными взаимоотношениями. It's very important to be on your guard against that. Очень важно быть всегда настороже. We had a situation in a church that's close to us in America. We had a situation. И у нас в нашей церкви также была подобная ситуация. And the church was growing very rapidly. Церковь росла очень быстро. And the leader was a really spiritually gifted man. И один из лидеров был очень духовно одаренным человеком. And I preached in that church just a little while before this happened. И я проповедовал в этой церкви за некоторое время, незадолго до того, как это произошло. And the leader was a friend of mine, И лидер был моим другом. and still is. И до сих пор он им остался. But as I listened to him speaking, Но когда я слышал, что он говорил, I said to myself, there's a real anointing on him. я сказал сам себе, заметил для себя, на нем особое помазание, But there's also a certain amount of pride. но также гордость. Well, within 2 weeks from that day, И через 2 недели после a этого married woman in the church одна замужняя женщина в церкви let him know that she was available to him. сообщила ему, что он мог воспользоваться ее услугами. And he was caught in the trap. И он попался в эту ловушку. He fell into adultery. И он совершил прелюбодеяние. Now there's a chapter in Proverbs that speaks about this. И об этом очень хорошо об этом хорошо говорится в одном месте из притчи. Proverbs chapter 7. 7 глава притчи. About a woman whose husband is not at home. О женщине,
муж, который не находится дома. And she meets this man, И она встречается с этим молодым человеком. and she says, "Come home with me. И она говорит, пойдем со мной. My husband isn't there. Мужа дома нет. We have a wonderful bed. И у меня прекрасно устланная It's постель. beautifully covered with tapestry. И она очень украшена различными украшениями. Let's make love." Давай будем заниматься любовью. And this is how the Proverbs describes the end of it. И книга притчей так описывает конец этой истории. And we read verses 21, 22, and 23. И мы читаем 21, 22, 23 стих. I'll read them, you read them. With her enticing speech, she caused him to yield. With her flattering lips, she seduced him. Immediately he went after her, as an ox goes to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks, till an arrow struck his liver. As a bird hastens to the snare, he did not know it would take his life. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел. Такой стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибель ее. And on the basis of that story, the Proverbs ends with some general advice. И в заключение этой истории в книге притчей дается общий такой совет. In verses 24 through 27. С 24 по 27 стих, конец I'll главы. read them in English and we'll have them in Russian. Now therefore listen to me, my children. Pay attention to the words of my mouth. Do not let your heart turn aside to her ways. Do not stray into her paths. For she has cast down many wounded, and all who were slain by her were strong men. Her house is the way to hell, descending to the chambers of death. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. То не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждая по стезям ее, потому что многих повергла она ранениями, много сильных убиты ею. Дом ее, путь в преисподнюю, пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Notice especially verse 26. Обрати внимание на 26 стих. All who were slain by her were strong men. Много сильных убиты ею. Witchcraft aims particularly for strong men. Колдовство особенно направляет свой удар против сильных And it служителей. seeks to bring them down and destroy them. И в попытке опустить их с их положения и уничтожить их. And there are women who just aim to do that. И есть женщины, которые поставили это своей целью. They may be very religious, Они могут быть очень религиозными, very spiritual, очень духовными, but they're also very wicked. но они также очень нечестивые. Some considerable while ago, Очень довольно много лет a назад woman came to my first wife and me, к нам подошла одна женщина, к моей первой жене, and she said she wanted to pray for deliverance. со мной, и она попросила, чтобы мы помолились за освобождение. And then she told us this. И она рассказала следующее. Her practice was to approach strong Christian leaders and entice them into sex. Она занималась тем, что приближалась, подходила к сильным служителям в церкви и пыталась затащить их в постель. And she said, "I'll give you a list of the names of the men that I've had sex with." И она сказала, я тебе покажу список имен людей, с которыми я блудила. And I said, "Thank you, I don't want to see the list. Я сказал, спасибо, мне этого не надо. And I don't want to pray with you either." И я также не хочу с тобой молиться. But you need to bear in mind that there are women like that. Но тебе нужно помнить о том, что есть такие женщины. And if they're in your congregation, you need to be on your guard. И если такие существуют в твоем собрании, тебе нужно быть настороже. The pastor that I've described was dealt with. He was disciplined. Пастор, о котором я тебе рассказал, ему подвергли наказанию. I don't know what happened to the woman, Но я не знаю, что произошло с этой женщиной. but my opinion is this. Но я придерживаюсь такой точки зрения. She shouldn't be allowed to remain in the church. Ей не должно, ее следует исключить из церкви. In America in the last 2 years, В США за последние 2 года we've seen many strong men destroyed by women like that. мы были свидетелями того, как много мощных служителей были уничтожены и раздавлены такими женщинами. And no man is exempt. И ни один мужчина не является исключением, чем-то особенным. You need God's mercy. Ты нуждаешься в Божьей милости. That's the only thing that will keep you faithful. Это единственное, что может сделать так, что ты останешься верным. If you trust in your own righteousness Если ты уповаешь на свою праведность and your own cleverness, и на свою мудрость, Satan is a lot cleverer than you are. тогда я тебе скажу, что дьявол гораздо мудрее, чем ты, и And he will find a way to deceive you. он найдет путь, через который обмануть тебя. All right, now let's come to the application. И теперь мы подойдем к применению. Suppose that I've described a problem that you have.
Представь себе, что... Предположи, что проблема, о которой я сейчас говорил, относится к тебе. There can be two sides to the problem. И эта проблема может иметь две стороны. First of all, you may be a person who manipulates others. Может быть, ты человек, который манипулирует других. And the power that's in you is witchcraft. Тогда сила, которая внутри тебя, есть волшебство. And if you continue, it will destroy you. Если ты будешь продолжать этим заниматься, она разрушит тебя. And it may destroy many others with you. И вместе с собой многих других. The other possibility is Или, может быть, that you are being manipulated by another person. ты жертва манипуляции со стороны кого-то другого. There is some person who's controlling you И человек есть в твоей жизни, который управляет тобой. by prayers, Либо через by молитву, spiritual gifts, либо через духовные дары, by sexual attraction, либо какими-то сексуальными предложениями. and you know that you are not completely free. И ты знаешь, что ты не до конца свободен. You're walking on the edge of precipice. Prejudice. Precipice. A chasm. Тогда ты ходишь на грани обрыва. And if you go on, one day you'll fall over. И если ты будешь продолжать в своем таким, какой ты есть, ты рано или поздно упадешь. You may be in both categories. Может быть, ты можешь отнести себя к обеим категориям. You may be manipulating others, Может быть, ты манипулируешь других. and you may be manipulated yourself. И сам есть жертва манипуляции со стороны кого-то еще. I want to speak particularly to women in congregations who are trying to manipulate the leaders. Но сейчас я хочу обратиться особенно к женщинам из церквей, которые пытаются манипулировать лидерами. You may think yourself very spiritual, Может быть, ты думаешь, что ты очень духовная, but actually you're very wicked, но на самом деле ты очень нечестивая. and you need to repent, Тебе нужно покаяться. because you'll be the destruction of yourself and others with you. Потому что ты тем самым своим поведением навлечешь разрушение и уничтожение на себя саму и на других. And the power you have in you is not from God. И сила, которой ты пользуешься, не от Бога. It's witchcraft. Это есть колдовство. Maybe you manipulate your family, Может быть, ты манипулируешь своей семьей, your fellow believers, своими верующими, leaders in the собратьями church. или лидерами в церкви. Who knows? Кто знает. But it's a very dangerous place to be in. Но это очень опасная позиция, в которую ты сам себя поставил. And you need to be delivered. И тебе нужно получить освобождение. Now, some of you need both deliverances. Многие из вас нуждаются и в том, и в другом, в освобождении от обоих. You're trying to control other people, Ты пытаешься управлять другими, but other people are also controlling you. но с другой стороны, другие уже управляют тобой. Now, I want to pray for deliverance for all of you. И я хочу сейчас помолиться за всех вас. And I would like the leaders to come and stand behind me. Я хочу пригласить лидеров, чтобы они встали позади меня. I think I need support. Я думаю, что я нуждаюсь в поддержке. I'm well aware I'm treading on the devil's corns, Я прекрасно отдаю себе отчет, что это значит наступать на мозоли дьявола. and he may well react. И, может быть, это его просто бесит. So now, listen carefully. Теперь послушай внимательно. You've heard my description, Ты выслушал мое описание, and you say it applies to me. и ты можешь сказать, это относится ко мне. I've always tried to control other people. Я всегда пытаюсь управлять другими людьми. That's the way I've grown up. Таким я вырос. That's the way I operate in the church. Таким образом я действую в церкви. I didn't realize it was witchcraft in me. Но я не понимал, что это... Но ты можешь сказать, что я не понимал, что это было колдовство. Perhaps you were born with it. Может быть, ты родился с You этим, don't know what it's like to live any other way. и ты не знаешь, как жить иным образом. But you want to be free. Но ты хочешь получить освобождение. And you're willing to acknowledge your need. И ты хочешь признаться в своей нужде. If that's what you want, Если я сейчас говорю о тебе, then stand up where you are. тогда встань, где бы ты ни находился. Now we want to deal also with the other people. И сейчас мы также хотим помочь другим людям. And some of you are pastors Многие из вас являются пасторами and spiritual leaders. и духовными лидерами. But you realize that you are being manipulated by people, Но ты понимаешь, что тобой манипулируют by the misuse of spiritual power через неправильное использование духовной силы and the misuse of spiritual gifts. и неправильным использованием духовных даров. And you want to be set free, И ты хочешь получить освобождение, to become the person that God wants you to be. чтобы стать таким, каким тебя хочет видеть Бог. If you want to be prayed for, Если ты you хочешь, stand up. чтобы мы за тебя помолились, встань так же. Если ты лидер или пастор. I have a special burden tonight for pastors, У меня сегодня особое бремя от Господа по отношению к пасторам. because I know how difficult their job is. Потому что я знаю, насколько трудна их работа. Brothers, I'm not trying to condemn you. Братья, я не пытаюсь вас сейчас осудить. I want to help you. Я хочу помочь вам. Now, И теперь, whatever category you're in,
в какой бы категории ты ни относился из and you перечисленных, may be in both at the same time. и может быть ты одновременно относишься к двум категориям. If you're controlling others, И если ты контролируешь других, you have to confess it as a sin ты должен исповедовать это как грех and renounce it и отречься от этого, and ask God to deliver you from it. и попросить Бога, чтобы Он освободил тебя. And if you're being controlled by others, Если ты жертва манипуляции со you стороны have to других, renounce that ты должен отречься от этого and pray God to set you free from that и control. молиться за то, чтобы Бог освободил тебя от этого контроля. So we'll pray for both. Итак, мы сейчас будем молиться и за тех, и за других. First of all, those who are controlling others Прежде всего, те из вас, которые контролируют других, and you want to stop. и которые хотят остановить это. You pray this prayer after me. Молитесь этой молитвой, повторяйте слова этой молитвы за мной. Lord, I have recognized here tonight Господь, я признаю сегодня, there is an evil power in me что во мне есть злая сила, that seeks to control people которая пытается контролировать людей in ways that are not scriptural. не в соответствии с Писанием. Lord, I repent of that. Господь, я каюсь в этом, I renounce that power и я отрекаюсь от этой силы, and I ask you to deliver me from it. и я прошу Тебя освободить меня от нее. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Now just wait a moment. Теперь погоди секунду. Now those of you that recognize you're being controlled, Теперь те из вас, которые осознают, что они есть жертва I манипуляции, want you to pray this я prayer. хочу, чтобы вы помолились следующей молитвой. Lord, I recognize tonight Господь, я признаю сегодня, that I'm being controlled by evil power что меня контролирует злая сила. that comes through other people. И это происходит через других людей. Perhaps they are members of my family, Может быть, они члены моей семьи or they're members of my church. или члены моей церкви. But I realize it is evil, Но я осознаю, что эта сила зла. and I want to be set И free. я хочу быть свободным от нее. I renounce that evil power now, Я сейчас отрекаюсь от этой злой силы. it is not my friend, it is my enemy. И она не мой друг, она мой враг. And I call upon you, Lord, Я призываю Твое имя, Господь, to deliver me для освобождения. in the name of Jesus. Во имя Иисуса. Now we're going to pray for all of you that have prayed those И prayers. сейчас мы будем молиться за всех вас, которые молились этими молитвами. And you renounce every evil spirit И вы отрекаетесь от всех злых духов. and let them go. И пусть они уйдут от вас. And we'll pray against them, you let them go. И мы будем молиться против них, но вы должны освободиться от них. Now, Lord, you've heard the prayers of these people, Господь, Ты слушал молитвы этих людей. and we pray on their behalf now И мы молимся от их имени, that you will release them from those evil чтобы Ты spirits. освободил их от этих злых сил. We come against witchcraft, Мы выступаем против колдовства во имя Иисуса. and we command you to go. И мы приказываем тебе выйти In вон! Jesus' name. Во имя Get out of Иисуса! them. Выйди вон из них! Оставь их в покое! In Освободи их! Jesus' name. Во имя Иисуса! And let it go. Оставь их! Out. Теперь пусть это уходит из тебя! Bow Вон! before the name of Jesus and go. Колдовство, ты должно склониться пред именем Иисуса! That's right. That's right. Hate Именно it. так! Hate it. Ненавидь это! Don't make friends with it. Не дружи с этой силой! You need to be free. Ты должен получить освобождение! Thank you, Lord Jesus. Спасибо тебе, Господь There's Иисус! power in your blood, За то, что в твоей силе есть, в твоей крови есть сила, to cleanse everyone standing before you чтобы очистить каждого, кто стоит сейчас перед and to тобой, set everyone free. и для освобождения каждого. We pray that everyone in this building tonight will be set И free. мы молимся, чтобы каждый из здесь присутствующих получил освобождение во имя Иисуса. Amen. Satan, you've been disclosed. Дьявол, мы выставили тебя на показ. Your deceitful plans have been brought out into the open. И мы выставили на показ твои хитрые планы. You've been renounced. И мы отреклись от In the тебя name of Jesus. во имя You Иисуса. have to go. И ты должен You оставить. have no alternative. И у тебя нет другого You have to выбора. go from these people. Ты должен выйти из этих In людей Jesus' name. во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. Now, if you believe you've been set free, Если ты веришь, что ты thank God. получил освобождение, ты должен благодарить Бога.